В начале встречи глава Ингушетии призвал медицинских работников проявить свою гражданскую позицию и принять активное участие в выборах президента России 18 марта. Также Юнусбек Евкуров отметил те изменения, которые произошли в регионе в улучшении медицинского обслуживания населения. Это и техническое оснащение медицинских учреждений, и внедрение информационных систем. Мы, как никто или как никакой другой регион, на себе ощутили те изменения, которые происходят в республике, а вы, как врачи, тем более. Цифры за буквально 4 года по здравоохранению говорят сами за себя. Мы помним, как было тяжело, мы помним, как мы радовались с вами, когда купили в лизинг первые томографы. В 2010 году, кажется, было. Республика, которая не имела ни одного томографа. Очень хорошо пошла система модернизации или программа модернизации здравоохранения. Потом в последующем еще одна программа. И наша ФЦП. Вот сегодня мы с вами в великолепном перинатальном центре. Я думаю, что многие из вас 5 лет назад и не поверили бы, что у нас может быть такой центр. Он сегодня есть. В последующем, конечно, будет строиться еще много проектов и объектов, и внимание будет уделяться. Но, опять же, мы должны с вами максимально наращивать потенциал, который у нас есть. Руководитель субъекта также затронул тему жалоб населения на медицинское обслуживание, которые поступают на официальную страницу главы в социальных сетях. По мнению Юнусбека Евкурова, каждый, кто обратился за помощью, должен рассчитывать на прием независимо от времени. Тем более те, кто посетили больницу с острой болью. Один недобросовестный сотрудник может испортить репутацию всему коллективу. Строить, поставлять оборудование, и другие вещи делать — это сложно, тяжело, но самое тяжелое — это каким-то образом расположить людей, жителей к себе. Поднять доверие граждан именно к системе здравоохранения республики. Это сложно. Это намного сложнее. Когда весь коллектив работает, и один врач просто от того, что ему лень что-то делать, отфутболивает кого-то, это опасно. Поэтому мы должны понимать, что дал диагноз, так прописано везде. Дал, что форум дандали, хакл дандали. Мы должны болезни снимать. Если вы на местах, а здесь все главврачи присутствуют, так? Не я должен внезапно ночью приезжать проверять, а вы должны приезжать ночью внезапно. У вас есть заместители. Вы должны проверять, следить за порядком, заставлять работать. Да, без каких-то там вещей не бывает. Но всем надо понимать, что касается это каждого человека, каждого из вас. Несмотря на такой прорыв в сфере здравоохранения, регион испытывает дефицит квалифицированных специалистов. В этой связи Юнусбек Евкуров отметил необходимость изменения системы подбора кадров, заранее готовить работников по разным направлениям. Здесь надо готовиться к новым вызовам, к новым задачам. Для этого надо все-таки систему отбора для обучения в высших учебных заведениях надо сделать каким-то другим образом. Почему? Потому что у нас как-то получается дефицитных врачей или специалистов нету. Здесь, наверное, тоже есть какая-то причина. Поэтому надо понимать не по доходности, а по призванию. По призванию. А для этого надо больше популяризацией заниматься именно профессией здравоохранения. Вы должны это делать. Если вы не будете готовить себе смену, ее и не будет. Поэтому на это тоже обращаю внимание. Все должны работать, все должны любить свою профессию. Конечно, те дефицитные специализации надо максимально постараться заполнить новыми кадрами. В завершении встречи Юнусбек Евкуров призвал всех присутствующих не останавливаться на достигнутом, так как каждый несет ответственность за будущее республики. Тамерлан Хамхоев, Хусен Гагиев, Субханиев, Рамзан Ахильгов. Новости 24.